Хамди? Судьба этих парней, она мне не безразлична. Как это ты не можешь нахрен? Это мой первый, но не последний визит. My fighting days are almost finished. And why am I here? I'm here because I support you. Ассаламу алейкум всем. Сегодня у нас интересный выпуск. Встречаем Константина Дзю в аэропорту Магас. И затем проведем мероприятие, заедем в реабилитационные центры. Также потом будет прием у главы. И вечером встречаем Джеффа Монсона. То есть выпуск будет интересный. Смотрите, приятного просмотра. Первое впечатление могу сказать о танце. Такое ощущение, что девочки не шагали, а плыли. Цель визита – познакомиться. Я знаю, что у вас должны быть классные боксеры здесь, а их нету. У вас республика такая, что боевая. Дарсигов Абу, главный тренер по боксу Республики Ингушетия. Хотел бы узнать, Абу, как оцениваешь уровень наших спортсменов, какие ближайшие турниры? Уровень наших спортсменов потихонечку растет. Перспективы ближайшие. У нас вот сейчас прошел молодежка СКФО, и по юниорам прошли 2 пацана, отобрались. На сегодняшний день это Киркоев, Цурул Халид, должен был Алиев драться. Есть несколько ребят, которые будут выступать на профессиональный вечер 10 марта. Все, понял. Да, это Бог. Судьба этих парней, она мне не безразлична. Почему? Потому что я был на этом же месте. И сегодня забыть тех, кто тебя подобрал, это, по меньшей мере, низко и не по-мужски. Такие учреждения очень сильно нужны региону, и мы вам очень благодарны за то, что вы нашли время и уделили внимание такой социальной проблеме, без преувеличения социальной проблеме номер 1. Вот на территории есть баня, сауна, куда ребята могут сходить, получить какие-то водные процедуры. Это очень помогает для того, чтобы научиться, вы знаете, жить по-новому, снимать стресс, так скажем, в новой чистой жизни. Ну и также это хороший детокс, хорошая детоксикация. Ну, наверное, как вы как спортсмены, это лучше меня знаете. Тоже болезнь. Спорт, да? Зараза такая, что не все ей болеют. Я говорю, благодарен родителям, что они меня заразили этой гадостью на всю жизнь. Я верю в этого парня, да. В нем есть все, что я хочу увидеть в боксере. Для достижения цели один путь – это работа. Больше ничего нету. Все высокие слова о таланте, вот если есть самый большой талант, это мое мнение, то уметь работать. Если он есть, любая цель достигнется. Любая. Есть такое слово английское satisfaction. Удовлетворение тем, что ты сделал. Вот это имеет тоже громадное значение. Так что вперед, много работать, и все будет. Хочется чего? Сказать вам, чтобы каждый из вас принял решение, что с ним этого происходить больше не будет. Если каждый из вас решит для себя, я больше этого не делаю, у вас получится. Каждому из вас желаю жизненного успеха, крепких семей, это самое важное. Ну и избавиться от этого посредством этого центра и добиться чего-то в жизни другого, в жизни, в семье, новых друзей себе завести. Жизнь, она такая замечательная, интересная. Вот. Поэтому, надеюсь, ваше пребывание здесь временное и желаю каждому из вас результативного пребывания, чтобы эта зараза вас покинула. И сегодняшний день пусть будет точкой отчета. Для нас очень важно, мы поэтому в Ингушетии еще мы нигде не были. Поверите, что даже не обедали. Для нас важно. Мы еще не завтракали. И не завтракали, да. Приехали навестить вас, потому что очень нас это беспокоит. Вот так. Обычно мои выступления заканчиваются аплодисментами. Еще раз доброе утро, добрый день, ребят. То, что Владимир сказал, вот полностью поддерживаю, только хочу еще немножко добавить. Наверняка же у каждого есть какая-то цель в жизни. Или цель, которую вы ставили, когда были маленькие, или в какой-то части своей жизни. Вы же ставили какую-то цель в жизни. И на каком-то этапе
вы ушли от нее, просто забыв. Вот я хочу, чтобы вы вспомнили, потому что без цели жить так неинтересно. Давайте я расскажу о своей первой цели, которую я поставил в своей жизни. Мне было 11 лет. В 11 лет я поставил большую цель для того возраста попасть на Олимпийские игры. Я родом с маленького города. У нас не только на Олимпиаду, у нас на чемпионат мира никто никогда в жизни не ездил, на Европу никто не ездил. И в момент, когда я загадал это желание или поставил ту мечту, к которой стремился, многие подумали: сумасшедший, невозможно. Поставил я цель, но следующий шаг — это реализация этой цели. Что означало для меня реализация этой цели? Это с 11 лет тренировки 2 раза в день. Я не помню свое состояние 11-летнего мальчика, который хотел вставать в 5:30 утра. Я родителей спрашиваю: пап, как? Он говорит: ну как? Подходил, говорит, разбуди нас в 5 утра, в 5:30. Как хотеть в 5:30 утра вставать? Я вот сейчас, у меня младшие дети, что-то у меня с ними никак не получается это. Не могу пока найти вот этот маленький секрет, как подойти к молодым, к моим маленьким деткам. Но я знаю, что вы знаете свой секрет. Я уверен, что перепоставив ту цель, которая у вас когда-то была, вы сможете сделать шаг. Вот у меня, смотрите, какая вещь. Я обещал себе много лет назад, лет 12-13, делать зарядку каждый день. Себе обещал. Никому, мне без разницы уже, для меня это уже не важно. За последние 13 лет я не пропустил ни одного дня. Ни одного дня. Вот сегодня у меня, сегодняшний день. Я пришел домой где-то в 1:00 ночи с работы. У меня большая работа была вечерняя вчера. В 5:30 я встал, я встал на час раньше, проснулся, в 4:30. Голова разбудила меня. Сделал зарядку, помылся, подготовился, потому что в 5:30 надо было выезжать уже, ехать к вам. И это делаю я не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я заказал уже в своей жизни все, что я хотел сделать. Я заказываю это самому себе. И вот у меня сделка с самим собой, знаете, как заключается? Если я зарядку не делаю, я не ужинаю. А я люблю ужинать. Сам процесс, сесть с друзьями, с семьей. Вот научитесь бороться с самим собой прежде всего. Потому что, переборов свое «не могу», все остальное легко делается. Как научить вас? Физические упражнения можешь делать, да, ребята? Да. Садимся на пол. Упражнение простое. Мы сейчас поднимаем ноги, поднимаем, и держим, когда я скажу опускать. Не когда вы захотите, а когда я скажу вам. У вас очень скоро уже придет момент, когда вы захотите опустить ноги. Вот переборите в себе первое вот это желание, потом второе переборите, потом третье, и посмотрим, сколько это. Вот мы сейчас уже 30 секунд держим. Уже трудно, да? Нет, уже трудно. Через 5 секунд будет минута, как мы держим. Это хороший результат для ребят. Кость, сейчас можешь чуть-чуть отпустить, а то следующий Нет. они не захотят. Нет. Надо потихонечку идти. Вот именно поэтому... А ты сразу их загрузишь. Вот слушай, вот поэтому я и есть, кто я есть. Понятно? А я говорю, чтобы... Слушайте старшего пожелания. Это научиться перебороть себя. Это не для того, чтобы победить... Меня им все равно не победить здесь. Это нереально. Мой рекорд... Я вот его давно не могу побить. 1:45. Фильм закончился, я думаю, ну хватит. Кино смотрел. Молодцы, ребят. Вот просто смотрите, вот мы сейчас продержали чуть больше 2 минут. Для чего это говорю? Смотрите. Завтра вы утром проснетесь, легли, попытайтесь побороть 2 минуты. И так каждый день по чуть-чуть перебарывать. Это борьба с собой. Часть тела ваша говорит «я хочу», а другая говорит «я не могу».
А третья должна говорить, как это ты не можешь нахрен? Можешь, вперед. И вот эта борьба внутри вас, она будет всегда. У меня тоже бывает. Думаете, мне хочется делать зарядку? Я иногда постою и говорю себе, Кость, ну будь мужиком, не делай хоть один день. Ничего не получается. Поэтому все зависит только от вас, ребят. Как вы хотите, все получится. Но это нужно хотеть. И немножко работать с этим. Работать. Это самый большой талант, который я имею, это уметь работать. Все, можем садиться обратно. Все встаем. Это упражнение было для пресса, да? А я сейчас для ног скажу. Статика называется. Вот так становимся. О. Причем угол спина вот, должна быть прямая. Должна быть прямая. О. Все. 30 секунд изначально продержимся. Потом, как говорил Костя, добавляем. Один мой учитель, делая это упражнение в таком состоянии, чтобы пройти экзамен, 8 часов так стоял. Представляете, 8 часов. Но это полностью блокировка мысли, головы, отключение всего. Мозг надо отключить. Да. О, ноги стоят, ты тут расслабился, все. А когда у тебя голова работает, напряжен, ты и минуту не сможешь продержаться. Ну давайте, встали, сели, как будто сидим на стуле. Вот так не стоим. О, и начнутся ноги трясти, вы уже знаете, что это вы хорошо. стоите правильно. Каждый человек должен чем-то занят. А когда человек сидит, ничем не занят, у него уже в голове мысли, так бы вот это бы сделать. А когда он потренировался, ему сейчас покушать бы и поспать. Уже прошло 40 секунд? Не, 5 секунд где-то. 5 секунд. Я честно скажу, да, каждый из людей, который ищет в жизни удовольствие, он эгоист. До этого это был эгоист для себя. В какую-то сторону шел. А сейчас эгоист, вот то, что Костя показал, это для себя, совсем для себя. Это физическое здоровье, продолжительность вашей жизни и совсем новые цели. Ну да, спортсмены, как говорят, все эгоисты, да? Профессиональный спортсмен – это эгоист. Почему? Он знает, я хочу для себя результат показать. А который хочет и ему, он результат практически и не показывает. Мы обещали одному парню подарок. Да. И мы хотели, чтобы Костя передал. Вот Костя решил тебе передать. Спасибо. Так, одну секунду. Вот это все превратится, и даже не превратится, у нее хорошая мышечная масса. Она просто сейчас еще лучше станет. Спасибо. Еще раз. Ребят, я уверен, что каждый из вас может это то же самое получить. Только вот ставьте цель. Вот без нее так неинтересно жить. Просто неинтересно. Надеюсь, очень скоро вы отсюда выйдете. Москва, Россия, вернее, большая. Уверен, что наши пути могут когда-то пересечься. Не постесняйтесь, подойдите ко мне, если где-то меня встретите. Хорошо? Если кто-то будет скажет, что у нас сделка с вами была сделана. Хорошо. Охрана пропустит. Хорошо? Спасибо, ребят. Удачи. Подскажите, для наших подписчиков, где вы такой крутой образ взяли? Я забыл, как называется магазин, Def. Я зашел, у меня прям глаза разбежались, короче. И такой хочу, и такой хочу. Смотрю, и здесь как бы, да, мне очень понравился. Ну, в принципе, вы, наверное, видите, костюм за себя говорит. Я даже как-то, осанка у меня даже поменялась. Это мой односельчанин, друг и старший брат, и по совместительству президент Федерации бокса Республики Ингушетия. И вот Ахмед Газгиреев. К тебе, Ахмед, вопрос. Ну, что за день, какой план на день, и какие итоги ты, какой плюс ты хочешь из этого дня для нашей республики подчеркнуть? Что сегодня будет? Сегодня у нас, я как бы совместил свои две деятельности. Это я как бы занимаюсь очень зависимыми людьми и занимаюсь боксом, да, спортом. То есть я хочу как бы визит моих друзей, это Владимир Викторович Хрунова, Константин Адзю, и вечером сегодня прилетает Джефф Моссон. Я хочу вот их визит как бы совместить с моей деятельностью. Да. Сегодня у нас встреча с главой, будем обсуждать предстоящий турнир по боксу, по профессионального бокса. И как бы вот такие вечера, они дают мотивацию вот молодым парням, у них есть стимул, где драться, где
А так же не бывает, знаешь, когда нет ничего, они как бы ничего не видят, да, и поэтому мы должны привлекать все самое лучшее сюда. И даст Всевышний, у нас будет все самое лучшее. Иншаллах. И мы будем для этого стараться, иншаллах. Ахмад, еще вопрос. Я слышал, что 10 марта состоится в республике турнир, да, профессионального бокса. Расскажи, какие там основные поединки и состоится ли этот турнир, будет ли он? Вот турнир как бы должен состояться, сегодня с Довой будем разговаривать, и поединки будут. Исмаил Ильев будет с аргентинцем драться, Хамхоев будет Альберт, будут драться андеркарди, Таркоев будет дебютировать, наш молодые, ну как молодые ребята будут андеркарди, многие дебютируют в профессиональном вечере. Я не виноват, что все мои односельчане добиваются успеха. Это еще один мой односельчанин из Базоркина, Мочхарта, Ибрагим Таркоев. Этот будет один из самых молодых мастеров спорта по боксу из Республики Ингушетия. И сейчас он в вечере профессионального бокса, о котором сказал Ахмед Газгиреев, который состоится 10 марта. Он будет проводить свой дебют по профессиональному боксу. Что ты можешь вообще сказать? Какие у тебя, какой настрой на бой и планы? Для меня большая честь провести свой первый дебют на профессиональный бой у нас в республике. Для меня это большая мотивация. Я постараюсь показать себя как никогда. Постараюсь обрадовать красивым и, надеюсь, досрочным боем. Да, Лайнделя. И скажи, по поводу соперника, насколько я знаю, ты даже еще не в курсе, да, кто будет твоим соперником? Мне сказали, что соперника нашли, но я пока что не интересовался. Короче, тебе не важно, да, в любом случае побить план. А вообще, сколько раундов у тебя будет, какой поединок? 4 раунда по 3 минуты. 4 раунда по 3 минуты. А еще вопросы, чуть вернемся назад, по любительской карьере. Какие там заслуги у тебя есть, коротко? Ну, я сейчас вот в этом году поехал, отбоксировал на СКФО на днях. Вот там занял первое место, забрал путевку на чемпионат России, который будет проходить, скорее всего, в апреле. Буду совмещать и профессионала, и любителя. То есть ты после профессионального боя едешь на чемпионат России, да? Да. Я тебе, брат, желаю удачи, иншаллах, только будет победа. Отлично, отлично. Рядом с такими чемпионами жизнь становится лучше. Я хотел, чтобы про турнир заговорила вся Ингушетия. У меня самое острое впечатление в моей жизни, когда этот турнир был в городе Наваи в Узбекистане. 3000 было внутри, а 30 тысяч стояло вокруг. Мы поставили экраны, но важна была сама атмосфера. Болели за своих. Здесь будут боксировать ингуши, ингуши организовывают. Это делается для того, чтобы это получился такой великий праздник. В новых местах, в незнакомый ресторан, ты понимаешь, что ты не сможешь контролировать кое-что. Рискуешь, да. Рискуешь. Да. Когда нету меню, и тебе скажут, не волнуйся, мы тебя накормим. Вот это страшно, потому что ты объешься в любом случае. Вот что мы сделали. Я лично это сделал, я не знаю, как ты. Я старался контролировать свои похоти, но я не думаю, что хорошо получилось. Нормально получилось. Спасибо, ребят, супер, все. Хочу сказать спасибо ресторану Монте Кристо. Очень приятная, вкусная, красивая обстановка и красивая еда. Главное, что мой друг и мой гость очень доволен этим, и все. И еще, я сегодня больше не ем. Каждому, ребята, из вас, я думаю, сейчас нелегко в этот период, да, но вы знаете цель, вы знаете точку, в которой вы приняли решение избавиться от зависимости, начать новую жизнь. И у меня к вам большая просьба, пусть этот день останется в вашей памяти как точка окончательного решения жить новой жизнью. Я вот желаю вам выздоровления, возвращения в нормальную жизнь, успехов в вашей семейной жизни, трудоустраивайтесь, мы чем сможем, мы вам будем помогать. Спасибо. В моей жизни есть фраза такая: никогда не говори «я не могу сделать». Она звучит больше лучше на английском. Never say you can't do it. Никогда не говори «я не могу». Нет такого. Это я пытался вбить своим детям. Я думаю, у меня неплохо получилось уже. Я гордый папа, зная, что у него один сын уже стал чемпионом мира, второй сын на подходе стал за 6 боев чемпионом Австралии. Шаг, но это уже шаг. Я знаю, что я уже много лет с ними не живу, но я знаю, уверенно знаю, что они на своем месте. Они уже нашли свой путь и дорогу. Поэтому я очень хотел бы, знаете, еще, что многие же есть дети. Да. Мы родители, мы должны быть примером для наших детей. Все же еще молодые. С одной стороны взрослые, но еще молодые. Поставить цель в жизни
Никогда не поздно поставить новую цель, большую цель в жизни и идти к ней. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего дня. Потому что, когда вы достигаете эту цель, это такой кайф. У меня несколько целей в жизни было. Когда я их достигал, это было кайф. Сейчас давайте вот буквально в 2 словах расскажу. Помните бой, когда я стал абсолютным чемпионом мира против Зеб Джуда? Лас-Вегас, MGM Grand, большая гостиница. Я живу где-то там очень высоко. После боя, бой заканчивается, я подхожу, где-то уже 1 ночи, даже если не позже, 2 ночи, там, после всех процедур, проверок. Нас всегда берут на анализы на допинг. Поэтому меня проверяют всегда в каких только местах. Я всегда был чистый, этим тоже горжусь. Так вот, выигрываю бой, гостиница, подхожу к этому окошку, и у меня внутри такая фраза созревает. Этот мир принадлежит мне. Это все мое. Вот этого я очень хотел бы вам пожелать, чтобы та цель, которую вы поставите, превратилась в большую, которая ощущением, что вы овладели всем миром. Все в ваших руках, ребят, еще раз повторяюсь, все можно сделать. Удачи! Приветствую вас всех в студии программы «Про спорт». И приветствую вас не только у нас, вообще на ингушской земле. Вы, скорее всего, впервые в Ингушетии. Расскажите нам о своих впечатлениях, вообще как вам у нас. Прежде всего, очень рад, что есть еще места в нашей большой России, в которых я не бывал. Когда мы сошли с трапа самолета, встречали нас вашими национальными танцами. Как можно назвать это? Холод и тепло. У него такое вот горячее и холодное, это вот контраст тот. То, что я как раз очень люблю, когда идет баланс, который находится между дисбалансом и балансом. Это вот как раз то, что отличало мой стиль от других стилей бокса. Я очень рад еще раз быть здесь, с надеждой, что моим визитом что-то может поменяться в вашей республике в отношении понимания к изменениям, которые нужны в виде спорта, называемый бокс. 17 лет, это 7 лет уже, да? Не было у вас больших мероприятий, больших турниров. А это же, понимаете, любое мероприятие, любой турнир — это возможность ребенку посмотреть и сказать своим родителям прежде всего: знаешь, пап, я, наверное, хочу боксом заняться. А почему? А я вот тут бокс посмотрел. Наглядный пример. Только так. Только наглядным примером. Когда ты идешь, вернее, когда ты пьешь, а сам говоришь не пей, когда ты куришь, а сам говоришь курить это вредно, это не по-честному. Поэтому моя задача быть всегда в спортивной форме, чтобы говорить молодым: занимайтесь-ка, ребята, спортом. Это так классно. И являясь примером для сотен тысяч, десятков тысяч, миллионов людей, я горжусь, что у меня есть эта возможность, дать эту маленькую возможность, это шанс ребенку начать новую жизнь. В рамках визита в Ингушетию вы посетили уже 2 реабилитационных центра. Уже это отлично, 2. Да. В рамках вашего визита будут ли мастер-классы? Я уверен, что многие ребята желают этого. Есть ли такая возможность? Кстати, в реабилитационном центре мы как раз уже провели один мастер-класс. Ребята, я думаю, он им запомнился. Этот урок, я думаю, поможет им в преодолении так называемого «не могу». Я говорю, нет такого слова «не могу». Это мой первый, но не последний визит. Вот Дорожка проторена. Всегда ждем вас. Владимир Викторович, грядет вечер бокса, как Константин Борисович сказал. Что вы думаете? Какая подготовка уже началась? Как идет работа в этом направлении? Это то, что мы готовим давно вместе с Ахмедом. Работаем. У нас, в принципе, турнир готов. Это подобие, знаете, горной реки, которую перегородили плотиной. И сейчас эта плотина не выдержит. Все готово.
и сметет все на своем пути. Это будет невероятный по накалу, с большим числом иностранных участников, двукратный олимпийский чемпион кубинец ожидается, американцы. Мы покажем всему миру, что жизнь продолжается. Ну и, естественно, как сказал Костя, самый важный результат будет, если этот турнир посмотрят дети и решат после этого начать заниматься боксом. Я очень сильно хочу, То чтобы... есть главная цель это пропаганда? Нет, результативная пропаганда. Можно об этом говорить, можно это преподавать, можно там что-то делать, а мы результативные люди. Нужно, чтобы наступил главный результат. Здесь уникальные условия, потому что я считаю, что регион как раз-таки находится в такой точке роста, и мы очень вовремя активизировались. Сейчас пойдут новые экономические процессы. Мы обратим на себя внимание тем, что это действительно большое событие. Поэтому вот мы работали большое время, и вы видите, и Костя здесь, и мы сделаем все, чтобы это было на самом высшем уровне. Грандиозное событие. Грандиозно, а мы маленькими делами не занимаемся. Мы ожидаем большого эффекта в плане развития бокса, в плане даже праздника для народа. Знаете, вот когда люди собираются, вот эмоциональный какой-то всплеск бывает у людей, люди отдыхают, и каждый молодой парень, он видит, что есть возможность, как бы. У меня, как бы, это будет первый раз в моем промоушене проводиться турнир, да, и как бы, поговорив в Москве, мы договорились, что Владимир Викторовичем мы обсудили момент, что не то, что там 7 лет один раз, а в год 2 раза будут турниры вечер профессионального бокса здесь, в республике. Вот как раз сейчас Рустам Белгородов, новый министр спорта, мне с ним очень комфортно работать, мы друг друга понимаем. Выход из ситуации мы всегда найдем, и как бы таким только путем я смогу развить бокс здесь. Я надеюсь, будет у нас не один олимпийский чемпион, будет еще много их. И для этого мы будем делать все. А такие наши именитые спортсмены, как Кадзоев, Илиев, они будут там выступать? Обязательно они будут, они сейчас готовятся. Мы будем им помогать, все, что нужно с нашей стороны мы сделаем. Вы наверняка уже встречались с некоторыми спортсменами. Что они говорят, насколько они ждут вот этого вечера? Какой у них настрой? Сейчас мы должны встретиться с главой нашей, Мухаммад Али Макшерифович. Мы должны сейчас определить даты. Определим даты. Мухаммад Али Макшерифович уделяет большое внимание спорту нашему. И нам что остается? Нам надо работать, еще раз работать. Остальное, я думаю, у нас есть силы, есть все будет. Вы думаете, что, как сказал наш гость, у нас все получится, да? Обязательно. На высшем уровне. Не получится не может. Я не гость, я ингушский промоутер. Все, сегодня он ингушский промоутер. Знаете его лицо. Да. Константин Борисович, вы будете присутствовать на вечере? Микрофон передадите. Получится у вас приехать еще раз? Какого числа у вас еще точно не определено? Скорее всего, в марте. Ну, начало марта это очень расплывчатое. У меня несколько мероприятий уже есть на март. Просто я почему спрашиваю, в вашем лице уже вы проанонсировали такое событие, и было бы очень хорошо, если бы... Было бы очень хорошо, если бы у вас точно была бы дата, до этого точно мог сказать. У меня 30 марта у сына защита его пояса в T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, и он как main event. Я очень хочу попасть на бой. Если будет в конце, то я вряд ли смогу. И 18-го, вернее, у нас в марте еще очень много событий. Поэтому заранее мне нужно сообщить, и если у меня получится, всегда с удовольствием. Ну, будем надеяться, что вы еще раз приедете, потому что вы, как мастер в этом деле, как именитый спортсмен, будете мотивировать, в том числе и ингушских спортсменов. Будем делать это физическими упражнениями. Благодарю вас за визит в нашу студию. Успехов и удачи. Спасибо. Так, дорогие друзья, вот и подошел наш ролик к концу. Вы посмотрели все, нашими глазами, можно сказать, глазами Константина. Единственное, Константин, к вам вопрос. Вы знаете, что значит хамди на ингушском языке? Ну, я слышу, да. хочу слышать вам. Да. Я не слышал. Так, ну, это такая очень частая распространенная фраза. В принципе, так и называется мой канал. Это, значит, есть что, типа, как дела, можно сказать. Поэтому, если вас спрашивают, просто, да, я хочу какой-то минимальный на ингушском языке пропагандировать, чтобы знакомились с нашей республикой. Обычно отвечает хамдас, типа, все нормально. Хамдас? Да, хамди. Хамди, хамдас. Да, все, спасибо. Как вам, скажите, коротко, может, передадите привет зрителям по всей России смотрят? Даже холодная погода и мерзлый продувающий ветер не испортил настроение и теплоту, добродушие, гостеприимство вашего народа. Поэтому я очень рад, что получилось встретиться с главой республики, обговорить некоторые детали. И
если я каким-то образом буду полезен в дальнейшем развитии спорта, бокса здесь, в регионе, то я буду очень рад. Константин Борисович вас уважает у нас в регионе, вообще по России. Вы легенда бокса. Я как сам боксер с детства смотрел ваши бои. Очень приятно познакомиться лично. Я думаю, вы будете мотивацией для наших зрителей. И ждем вас снова обязательно. Если получится, конечно, на турнир, который предстоящий, о котором мы говорили, да. Если нет, то в любое другое время ждем, даже вот без камер, может, в горы, туда-сюда отдохнем как-нибудь. Мало ли, все. Мечтаю только. Огромное спасибо. Всем еще Вам раз спасибо. огромный привет. Всегда с вами в одном углу. Ваш Костя Дзю. Держите удар. Сейчас мы находимся в городе Беслан, аэропорт Владикавказ, и ждем прилета Джеффа Монсона. С минуты на минуту, так, через 5 минут примерно у него приземление. Так что скоро встретим нашего гостя из США. Ну так он сейчас уже россиянин, по-моему, давно здесь живет, поэтому ждем, вот сидим, наши товарищи обсуждают свои моменты, какие-то боксерские темы. У Кости Дзю мы уже узнали, знает ли, что такое хамди, что означает на ингушском языке. Сейчас спросим у Владимира Викторовича Хренова. Интересный предложение. Владимир Викторович, вопрос мы задаем всем на нашем канале. К вам можно вопрос? Поподробнее, пожалуйста. Да. Вы знаете, что означает на ингушском языке хамди? Хамди на ингушском языке. Ахчи знаю, джиру знаю. Жиру, да? Да. Ахч знаете. Ну, ахч любите. Нет, надо так жить, чтобы было что вспомнить. Ну, у меня вот все есть. Теперь вы есть новые друзья, мои официальные представители. Подписывайтесь на мой инстаграм, хотя эта штука ограничена. По поводу турнира не выяснилось пока, да, когда какие даты? Теперь уже это военная платная тайна. Да? Да. Сколько? С вас 1 миллион. Через Ахмеда. Ну, за половинку решит. Хочется жить уже хорошо. Вот всю жизнь потратил на то, чтобы были такие дни, как сегодняшний. Я, честно, очень доволен сегодняшним. С вами познакомился. Люди без фальши, все рады были тому, какие решения мы принимали. Сегодня он может даже исторический день. И вас это тоже касается. Там, и вас. Есть вопросы у меня определенные, они исторические. Не с моим возрастом, жизненным опытом связаны. Хочется стабильности. Хочется, чтобы Ингушетия стала богатой. Хочется, чтобы здесь открывались предприятия. Андрей, могешь дохнуть, подожди. Привет. Андрей, привет. Спасибо. 500 рублей, пожалуйста. Hello, this is Jeff Munson, Всем привет, это Джефф Монсон. and I'm in Ingushetia. Я в Ингушетии. And I want to say very, very quickly, I very much support you. Я хочу сказать, что я вас поддерживаю. And in any way that I can help, this is a very important thing for me is to be able to help other people. I have a lot of experience in my family with addiction, so this issue is very important to me. So I was a fighter, and now it's my time to help you. I wish you luck, health, and to never give up, and to realize that people love you, and that you have the rest of your life to succeed, and we support you in every way. Это мой не первый приезд в Ингушетию. Благодаря Ломали Газгириеву мы очень плотно сотрудничаем. И к нам в Москву приезжают специалисты. Вот я, когда могу, посещаю, где-то обмениваемся опытом и так далее. То есть такое плотное сотрудничество. Видно, что есть ребята, которые искренне горят этим делом. Я со своей стороны, как руководитель организации, всем, вот чем могу помочь, своим личным ресурсом, ресурсом организации. То есть я всегда помогу. В этот раз, вот, между прочим, Джефф Монсон – это дипломированный специалист по психологии. Он закончил университет и долгое время имел практику, работал с семьями трудных подростков. То есть эта проблема, она знакома ему не понаслышке. Сейчас мы как-то консолидируем, объединим наши усилия, и я думаю, что нас впереди такой ждет путь, непростой, как всегда, когда дело касается реабилитации, но я думаю, что вот мы получим какие-то хорошие, такие ощутимые результаты, которые будут полезны республике и так далее. То есть вот большое спасибо, во-первых. Thank you very much. Добавить же нечего. Единственное, скажу со своей стороны, всем, чем я смогу, и как бы я был на месте этих ребят, я могу оказаться завтра же там. Это воля Всевышнего. Я никогда не думал, что я окажусь там, и оказался. Также я могу оказаться потом. Джефф мой хороший друг, у нас должен быть бой. Я не готов с ним драться, я готов ему проиграть даже, потому что я этого человека очень уважаю. И
с его именем и с нашими знаниями, и с нашими возможностями, я думаю, мы что-то сделаем. Я посмотрел, кто ходит на группу, кто занимается, кто действительно выздоравливает. И я вот выбрал вот себе 2 центра. Это вот центр Бирнум, более ментальный уклон, но в тот же момент дают знания, которые необходимы. Салам алейкум, дорогие друзья, братья. Сегодня в гостях у нас легендарный, не побоюсь этого слова, гость Джефф Монсон, который, несмотря на то, что родился в Америке, сегодня, так же, как и мы с вами, является гражданином России, патриотом России. И он занимается политической деятельностью, но не стоит забывать о том, что его базовое образование – это врач-психолог, который помогал как и детям, так же и людям с такой же проблемой, как у вас. И сегодня он с рабочим визитом в Ингушетии, и он нашел в своем плотном графике время для того, чтобы прийти сюда и поддержать вас. Джефф, тебе слово. You're welcome. Salam, привет, guys. So, Привет. I live in Ufa now. Я живу в Уфе. Я жил в Уфе 3 года. 3 года там живу уже. I opened a rehabilitation center in Ufa. My fighting days are almost finished, and many people have helped me through my career, and now it's my time to help other people. And personally, I've had my mother was an alcoholic, and she finally overcame this addiction, but it was very hard for many years. And my son, who's now a doctor, he had a alcohol problem too, so he had to go to a center for 3 months, and then he's continuing to fight this problem now. So addiction has been a big problem with my family. So this is a problem that I think is not only is very important, but it's very important to me. Very much like to become more involved in helping in any way that I can in Russia, in Ingushetia, and continuing in my city of Ufa. So I'm very happy to be greeted by you, and thank you very much for inviting me to speak to you, to see you, and I will be back. I think many times we will be working together, so I really would like to see everybody here continue on with their lives, to be happy, and to whatever goals you have in life, to be able to fill these goals. And you've done the first step by being here, by getting yourself healthy. Life is a journey, and this is just one part of the journey. But this is maybe the most important part of your life right now, because you can't continue on with your life until you solve this problem. And why am I here? I'm here because I support you. And so in any way that I can support you, support the program, that's why I'm here. Again, I say thank you for inviting me. Спасибо, спасибо. Hamdi? Hamdad. When you live, if you want happiness, money's not going to bring you happiness, but your family, your friends, your soul can bring you happiness. And I can firsthand speak for this. My experience in America, having money, having cars, and being in Russia and having less, but being much, much, much happier. So I can test from my personal experience. Be good to each other, be kind. Most people in the world now see the real situation, and the most people in the world support you. Free Palestine!